всем! Рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим о военно-патриотическом воспитании. Друзья, внимание на экран. Военно-патриотическое воспитание является одной из важнейших задач государства. Оно направлено на формирование у граждан любви к родине, уважения к своим предкам и героям, а также на развитие духовных ценностей. Однако вопрос о том, что важнее – практика или теория, остается открытым. Анатолий Храмов – участник специальной военной операции. Уроженец Жиганского района, награжден медалями за отвагу, медалями Суворова за боевые отличия, а также за воинскую доблесть первой и второй степени. Он общественный деятель, работающий долгие годы в сфере патриотического воспитания. Был начальником штаба юнармии в республике, а сейчас помимо военной службы еще и является начальником Центрального штаба детского военно-патриотического движения «Юные карбышевцы». Что важнее в военно-патриотическом воспитании – практика или теория? И что нужно изменить в этой работе? Дорогие друзья, чтобы разобраться в данной проблеме, вам необходимо разделиться на две группы. Первая группа – это оптимисты. Оптимисты – это те, кто считают, что необходимо усилить практический элемент. Больше полевых занятий, тренировок, в том числе и с выходом на природу. Пессимисты – это те, кто считает, что важно в приоритет ставить теоретические основы. Необходимо сформировать конкретное представление у учащихся через уроки мужества, классные часы, беседы и изучение истории. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедится в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И пессимист, который убедится в верности позиции оптимистов, может перейти на их сторону. Итак, выбираем зону. Оптимисты будут справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Профессиональный военный и общественный деятель. Участник специальной военной операции. Анатолий Храмов. Анатолий, добрый вечер. Присаживайтесь. Анатолий, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас вам дается ровно 1 минута, чтобы вы могли рассказать нам о себе. Зовут меня Анатолий Храмов. Сам я родом из села Жиганской республики Саха-Якутия. Закончил там же школу. Когда учился, мы с ребятами создали первый в районе военно-патриотический клуб. Ну, оттуда и началась у нас дорожка по военно-патриотическому воспитанию. Дальше, во время студенчества здесь, в Северо-Восточном федеральном университете, мы вот в составе молодежного парламента, в составе различных организаций общественных работали как раз по этой тематике. Работали с историей, проводили различные мероприятия, слеты патриотические. Ну и в свое время, получается, мне такая честь была предоставлена, стал первым начальником штаба юнармии здесь в республике. Мы вводили это движение. Ну и со временем пришло время идти в армию. И, значит, убыл я в инженерные войска. Там прошел переподготовку в военном училище, соответственно. Ну и сейчас продолжаю службу уже, соответственно, в звании офицера. В принципе, сейчас у нас также работа продолжается. Есть у нас такое большое движение «Юные карбышевцы». Оно у нас межрегиональное, то есть у нас порядка 20 тысяч членов, в том числе не только в России, но и в странах СНГ. Это Белоруссия, Киргизия, Казахстан. Также работаем по нашему вот этому направлению. А сейчас у нас вводится скоро начальная военная подготовка, и сейчас мы усиленно работаем по этому направлению. По традиции передачи мы начнем с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Так, что вы можете сказать об участии в СВО в 3 словах? Ну, это вопрос, конечно, такой. Дело нужное, дело сложное, дело важное, но необходимое. Понимают ли люди, что такое СВО в достаточной ее мере? Ну, наверное, сейчас понимание, оно формируется в обществе. И необходимость и важность, я думаю, сейчас понятно практически каждому. Какую роль в современном обществе играет военно-патриотическое воспитание? Военно-патриотическое воспитание – это достаточно широкий термин. Он касается не только непосредственно военных навыков, но и общих различных, которые сейчас, особенно у нас в республике, необходимы. Это и как вести себя в дикой природе, как обезопасить себя от какого-то травматизма, к примеру. В совокупности это нужное, очень это комплекс навыков в багаж, который вы взяли с собой, как рюкзак за спину закинули, и пошли вперед. И в нужные какие-то ситуации, если, не дай бог, не случатся, он, по крайней мере, сможет вам помочь, этот багаж.
Насколько эффективны уже существующие формы военно-патриотического воспитания? Каждая форма, она нацелена на какие-то конкретные направления. Сейчас самое главное не столько дело в эффективности, а дело в консолидации. Нужно, чтобы мы объединились, и когда у нас будут все направления работать вместе, как общественные организации, так и органы государственной власти, к этому мы идем, тогда эффективность будет. Понимание нужно. А самое главное, надо делать срез мнения как раз у наших ребят, слушать, что им интересно, как им нравится, и делать, вводить современные формы нашей работы. Анатолий, почему вы выбрали для себя карьеру военного? Ну вот как раз все кроется в той истории с патриотического клуба, с историей предков, которые также защищали Родину в свое время в Великой Отечественной войне и ранее. То есть в конечном итоге, когда мы работаем по этому направлению, мы должны, есть такой принцип «делай как я». Если ты сам, получается, прошел, сам ощутил, после этого как раз ты уже, можно сказать, даже вправе других ребят обучать этому, поняв и пропустив это через самого себя. А считаете ли вы себя примером для других? Ну, скорее, наверное, просто я делаю то, что должен, и тогда, когда это надо. А если кто-то что-то почерпнет с моего примера, с моей биографии для себя положительно, я буду только рад. Что, на ваш взгляд, отличает патриота от того, кто таковым не является? Ну, наверное, в первую очередь патриот — человек деятельный. То есть можно, конечно, говорить громко, можно говорить красиво, но когда наступает момент проверить делом, человек, патриот, который настоящий, он показывает. И это не только речь о том, чтобы участвовать в специальной военной операции. Это речь о том, что просто находясь на своем месте, конкретно взятой твоей позиции, делать сейчас, а не говорить, что когда вот придет наше время, мы покажем. Время уже пришло. А какие мифы вы бы хотели развеять о патриотическом воспитании? Наверное, не столько мифы, сколько сказать, что это действительно шире, чем многие понимают на самом деле. Патриотическое воспитание — это система. И некоторым кажется, что вот, допустим, мы начали, условно говоря, со школьного возраста, 18 лет, и вперед в доброе плавание. На самом деле, у нас дальше мы должны поддерживать связь. Ребята, которые прошли обучение, ребята, которые сейчас уже обладают опытом, мы должны также делиться дальше и участвовать. Вот тогда это будет, когда круговорот у нас такой сформируется, тогда это будет работать. И вот это действительно нужно, ну, как вы сказали, миф, его нужно развенчивать. Анатолий, представим вам наши позиции. Справа от вас расположились оптимисты. Это как раз-таки те, кто считает, что нужно усилять практический элемент. Больше полевых занятий, тренировок, в том числе и на природе. Слева же от вас расположились пессимисты. Это те, кто считает, что важно в приоритет ставить теоретические аспекты и основы. Необходимо сформировать конкретное представление у учащихся через уроки мужества, классные беседы и изучение истории. Угу. Ну и перейдем к нашей аудитории. Друзья, пожалуйста, поделитесь, почему вы заняли эту позицию, чем вы это аргументируете. Давайте начнем со стороны оптимистов. Потому что нельзя просто взять и наложить жгут. Надо знать, куда накладывать и что делать. Необходимо знать, как это делается, что узнается на практике. И необходимо знать, что ты перекрываешь. Это узнается в теории, но больше надо практики. Пожалуйста, пессимисты. Конечно, больше надо теории, потому что школьникам на данный момент незачем обучаться какому-то военному мастерству, можно так сказать. Им надо, конечно, более теории, как ложить что-то. Например, даже на уроках ОБЖ, как вот говорили, на классных часах и на подобных уроках. Но все-таки есть одна мысль, которую оспорить нельзя. Теория без практики слаба, а практика без теории слепа. Давай, твое мнение? Будучи курсантом военного учебного центра, я считаю, что практика все-таки должна быть, ну, все-таки чутка главнее, чем теория, потому что теория проверяется практикой. Тем более, что мы начинаем с друзьями свою военно-патриотическую деятельность, особенно в нашем военном учебном центре, и мы уже готовим несколько таких практических мероприятий. Теоретическое понимание патриотизма, оно намного важнее, поскольку мы должны сформировать четкую идеологию, как привлекательный образ того, чего мы хотим достигнуть, как мы этого хотим достигнуть, и ради чего нам нужен этот патриотизм, собственно. Потому что вот у молодого поколения есть такая проблема, то, что они не понимают, зачем им нужен патриотизм, ради чего все это происходит. Опять-таки, поскольку у нас еще, насколько я помню, было выбран, точнее, курс на создание консервативных патриотических ценностей. Одно из ключевых моментов было преобладание духовного над материальным.
как бы, и формирование этого образа духовного, оно идет через теоретическое познание, через идеологическое образование. Еще мнение, пожалуйста, со стороны оптимистов. Полевая практика, она лучше, чем теория. В полевой практике вы хотя бы поймете, сколько сил вам потребуется на колку дров, на размещение палатки, ну и обустройство своего лагеря, что нельзя применить в теории. Хорошо, спасибо. Сторона пессимистов, пожалуйста, еще. Само по себе вот военно-патриотическое воспитание, патриотизм, оно начинается с семьи. То есть теория важна в первую очередь, и, соответственно, практика — это тоже важная часть, но считаю, что действительно сперва нужно привить чувство у ребенка, начиная практически уже с детского возраста, что такое родина, семья и откуда начинается любовь в целом. Человеку даже может не обязательно знать, зачем его обучают тем или иным навыкам, например, вот жизни в природе, жизни в лагере, в военно-полевых условиях. В любом случае это может пригодиться ему в жизни, и даже не зная какой-то теоретической части, он будет благодарен своей стране, что они дали ему такую возможность, что они его вывезли, что они не вывезли его в самые дикие условия, в которых реально можно получить какие-то травмы, а вот просто в таком в симуляции игры такой на природе, будет просто благодарен тому, что в детстве у него такой опыт был, и сейчас в взрослой жизни у него есть все навыки, чтобы преодолеть любые трудности в своей жизни. Еще мнение со стороны пессимистов, пожалуйста. Патриотизм изначально вот рождается в голове, то есть в мысли. Теоретически ты начинаешь любить свою страну, а потом уже приступаешь к практике. Несомненно, я считаю, что практика она необходима, но необходимо знать, что делать, то есть это дает именно теория. Ну и перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Анатолию. По вопросам давайте опять же начнем с стороны оптимистов. Ребята, пожалуйста. Вы проходили физическую подготовку «Готов к труду и обороне»? Когда вот я обучался в школе ориентировочно, прошло вот у нас возобновление. И, конечно, спортом мы все занимались, то есть теми или иными видами. А как раз уже когда ввели нормативы, да, мы участвовали также в подготовке. Но буквально в завершающем этапе. Сейчас уже это более массово пошло. Вот когда мы в 2016 году проводили слет патриотический третий в Хангаласском районе, там уже все участники массово сдавали ГТО. Это была часть программы именно вот сдачи. И тогда было видно, что ребята уже подготовлены к нормативам. Вопросы пессимистов, пожалуйста. Какие формы военно-патриотического воспитания могут быть наиболее эффективны? Новые формы, да. Но на данный момент, конечно, важно заинтересовать человека. Если мы говорим с ребятами, допустим, то мы, когда даем, допустим, элементарно какие-то вот сейчас вот теоретические знания, можно проводить деловые игры. Мы сейчас деловые игры проводим такие, где каждый имеет свою роль. Допустим, у нас группа. Кто-то, допустим, у нас отвечает за идею, разрабатывает. Кто-то, другая группа сразу же реализовывает пошагово план мероприятий. Например, мы движемся. А третья уже, например, какой-то мы даем, условно говоря, источник финансирования теоретический, и они распределяют. То есть каждый человек понимает. То есть самое главное, как мне кажется, в новых формах, в формах традиционных, чтобы каждый человек, который был, он был задействован. Когда ты находишься на каком, скажем так, как шестеренка в механизме, не знаю, как член команды, коллектива, ты уже понимаешь общий курс, что ты делаешь, чтобы достичь какого-то результата. Это же и на практике. Вот поэтому, то есть здесь, мне кажется, дело не в том технической стороне, а именно в организационной стороне. Вот здесь заключается сама изюминка тех форм новых, которые сейчас необходимы. Спасибо. Еще вопросы пессимисты? Давайте я начну сначала с небольшой предыстории. То есть в 1943 году у нас Сталин вводит раздельное обучение между мальчиками и девочками. Мальчики у нас, соответственно, получают там военную подготовку в школах. Я вот хочу вас спросить, нужна ли вот такая вот грубая форма военной подготовки, то есть чтобы школьников учили как будто бы вот, как настоящих солдат, бегать там или пользоваться, можно даже сказать, огнестрельным оружием и в том плане, конечно. Ну, начнем с того, что у нас эта система работала хорошо, и она работает везде. То есть, в принципе,
Тут речь о том не только, что это грубые формы. Каждое направление программы, оно комплексно состоит. Это, допустим, даже если мы говорим по военной подготовке, там есть элемент какой? Элемент гражданской обороны тоже. Вот, допустим, элемент защиты от какого-то химического оружия, допустим, то, что те же самые противогазы, они есть на каждом предприятии. Элементы какие-то противопожарные, допустим, какие-то, они есть, опять же, в каждом доме, в каждом предприятии. Риск есть такой, что вдруг, не дай бог, будет пожар, допустим, нужно, чтобы каждый понимал, неважно, какая у него есть подготовка, что он должен делать. Медицинская подготовка. Если, допустим, условно поехали кататься на велосипеде, опять же, возвращаемся к примерам, человек упал, вывихнул лодыжку, допустим, оказать нужно, необходимо, да, помощь какую-то, остановить кровотечение. Это тоже в элементы входит. Связь, допустим, сейчас какая-то, ориентирование на местности. И вот эта совокупность. Один из элементов, конечно, оружие, оно должно быть, получается, потому что, в принципе, в будущем многим ребятам, да, в принципе, я думаю, большинству по состоянию здоровья предстоит либо срочная военная служба, либо по контракту, кто-то в силовую структуру пойдет. Но, в принципе, элемент базовый, допустим, вот, это является одним из направлений. И когда вот эти вот элементы вместе входят, тогда вот это является той самой подготовкой. То есть здесь вопросы из самого подхода. Грубо, это значит человека, когда вот ты поставил и сказал, вот тебе вот так вот, за короткое время тебе, допустим, вот освой побежал. А мы говорим о более тонкой подготовке, когда мы начинаем с элементов, с игровой формы виде, и когда потихонечку, вот, допустим, вы играете в компьютерные игры, например, в какие? Ну, приведите пример какой-нибудь. Ну, вообще, я любитель стратегий, поэтому я там... Hearts of А Iron. стратегии какие у вас, например? Полномасштабные, то есть, например, Вторая мировая война. Вот. Вторая мировая война. И тем самым, то же самое, вы рассматриваете вашу стратегию, вы рассматриваете применение вооруженных формирований, ведение боевых действий, тактики, правильно? Вы оперируете большими какими-то воинскими формированиями, техникой, так? Да. Вот. То есть на самом деле вот у вас уже на данный момент является определенный набор навыков и знаний стратегических у вас в голове, допустим. Поэтому, если вот так вот сказать, вот этот вот багаж, он универсален. Он дается всем. А дальше уже от ситуации, кто как будет его применять. Вот это тонкий подход, скажем так. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Вот говоря о подготовке, смело встретить перед собой огнестрельное оружие, химическое оружие. А у вас, что вы думаете насчет IT? По поводу того, что в зоне боевых действий иногда применяются дроны. Какое-нибудь военно-патриотическое воспитание по поводу IT-сферы вас как-то-нибудь обучалось тоже? Я проходил определенное обучение, и мы сейчас тоже все равно осваиваем эти навыки. Сейчас развивается все, развиваются технологии, все сферы жизни, и в том числе сфера оборонных технологий. Действительно, сейчас, к примеру, в зоне специальной военной операции большое распространение получили дроны. Дроны сейчас, они выполняют самые разные задачи. От разведывательных, вплоть до привязки, допустим, корректировки огня, до сброса, и сейчас даже вот получается распространение дрона камикадзе, к примеру, даже. То есть, иными словами, а в обычной жизни сейчас вплоть до доставки каких-нибудь элементов, уже доставки пищи, то есть это неотъемлемая часть, и она входит везде. Поэтому, что говоря о воспитании, необходимо, конечно, эти формы вводить. Причем можно работать с ними очень интересно. Можно, допустим, условно говоря, вот две группы посадить, и у той дрон, и у той дрон. Вот попробуй друг друга обнаружить, к примеру, как-то что-то. Вот эти элементы, к тому же, как вот мне кажется, в будущем у нас вот за вот этой формой работы, тем более, что FPV-дроны, они сейчас у нас уже через очки, получается, используются, правильно? То есть какие-то элементы другие будут много на этой системе завязаны. Если человек их освоит, оно пригодится ему в дальнейшем. Мне кажется, это все и больше будет входить в нашу жизнь. И я говорю не только про военную сферу. Поэтому этому надо выделять на данный момент значительное внимание. Так же, как и в целом IT-технологиям, программам, приложениям. И вплоть до вот компьютерных игр. Это тоже одна из форм на самом деле. Потому что тогда человек начинает мыслить более высокими какими-то категориями, масштабными. Вот человек, когда играет, допустим, он уже представляет, что такое рельеф местности. Рельеф местности, что такое дорога. А это тактика. Допустим, условно говоря, вот у нас есть вот здесь у нас пройдет техника, а здесь не пройдет. Вот лучше отсюда расставить, а лучше оттуда. А вот это масштабное мышление, оно может пригодиться как дизайнерам, так и в дальнейшем там любой другой специальности. И вот это надо, конечно, делать, акцентировать внимание и усиливать это направление. Так что вопрос очень хороший. Я думаю, надо так действовать, конечно, дальше. И еще вопросы со стороны пессимистов. Пожалуйста. Что, по-вашему,
нужно внести в систему образования, что улучшить, можно сказать, патриотическое воспитание и подготовку как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Вот по нашему мнению, сейчас необходимо вот уже, скажем так, немножечко разбить на блоки, выделить отдельно направления тактические, отдельно, допустим, медицинская подготовка, то есть систематизировать и немножечко, скажем так, сделать такую систему, условно говоря, баланса между практикой и теорией, то есть и введение новых форм. Вот это необходимо. То есть у нас, допустим, стандартный набор чуть расширить. Мы работали с учебниками конца 80-х годов. Там база очень серьезная была у нас по начальной военной подготовке. А если взять сейчас немножечко адаптировать под сегодня, нам необходимо, конечно, усилиться с точки зрения современных технологий и с точки зрения каких-то более командных игровых форм. Вот. Даже говоря об изучении истории, возможно, необходимо, допустим, привести к каким-то примерам, опять же, в какой-то игровой форме, и к региональным, в том числе, компоненту. У нас, допустим, многие наши земляки участвовали в Великой Отечественной войне, мы знаем прекрасно, наших снайперов и так далее. И если, допустим, мы будем проводить вот этот вот пример на своих близких, своих родственников, это обучение, оно тоже ближе, допустим, применительно. Вот это, мне кажется, необходимо. То есть, в принципе, база-то она есть. И еще, опять же, что нужно? Важно и интересно, чтобы можно было потрогать руками. Это тоже очень важно. Вот когда мы говорим, просто видим картиночку на экране, это одно. А когда у тебя рядом под руками есть робот, дрон, миноискатель или еще что-нибудь, к примеру, или вы, допустим, какую-то деловую игру разработаете или настольную игру, и по ней будете изучать элемент какого-то сражения исторического, оно гораздо интереснее. И вот, конечно, не может быть все в такой форме, но компонент должен быть уже достаточно значительный. Вот это необходимо. Нужно делать, чтобы это было интересно и познавательно. Дорогие друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения. Внимание на экран. Считаете ли вы, что нужно вводить НВП и ОВП повсеместно в учебные заведения? Думаю, что все-таки учебные заведения должны оставаться как бы такие, выполнять свою основную задачу, это, то есть, собственно, готовить таких личностей, которые будут адекватны в нашем социуме. И то есть это внедрение будет не очень хорошо воспринято школьниками, не очень хорошо будет воспринято учителями некоторыми. Но мне кажется, что тут такой нужен более тонкий подход. Ой, я не знаю даже. А это будет полезно? Вот как вы думаете, это будет полезно? Не знаю, я же не знаю ничего про это. Может быть, в связи с тем, что сейчас происходит, оно и надо. Не знаю даже. Да, наверное. А были ли у вас такие уроки во время обучения? И если да, то как это было? В школе учили автомат собирать. И все. Чисто мое личное мнение, то, что именно в учебной подготовке, именно в школе, это не то, чтобы надо, не то, чтобы нужно, но все равно понемногу что-то подобное. Например, как урок ОБЖ, например, в начальной школе, там все равно ничего такого нету, в средних классах тоже ничего такого нету. Вместо этого можно что-то по типу такого маленького образовательного пункта добавить. Ну а так в целом не думаю, что это прям обязательно нужно. Честно, мне кажется, надо их вводить, мне кажется. Как сказать, совместно, не знаю. Надо. Но чтобы это было как бы все это так, чтобы это было все это по обоюдному согласию, чтобы это все было происходило. А так, да, в принципе, я согласен с этим всем. Если в военных школах, то можно, наверное, ежедневно или каждый раз. Да. А если повсеместно в школах и в колледжах? Зависит от школы, да. Ну что, посмотрели мы с вами опрос, послушали мнение наших респондентов, наших горожан. Давайте и мы зададимся вопросом. Насколько важна начальная военная подготовка и вот лично вы, хотели бы вы ее пройти? Давайте начнем с стороны оптимистов. Начальная военная подготовка полезна и в школах, и в университетах, потому что на практике дети смогут познать тактику, обращение с оружием, вообще
условия, понять, в каких условиях их придется выживать в той или иной ситуации. Например, природа. Как им развести костер тот же, или палатку развести, или добыть, какие ягоды нужны, а какие ядовиты им. Вот. И сам я хочу пройти начальную военную подготовку. Начальная военная подготовка, она, безусловно, полезна, в принципе, но поскольку все-таки 80% нашей страны живет в городах, она, не сказать, что крайне актуальна. Да, люди и, в принципе, дети, на самом деле, в большинстве своем не хотят ее проходить, потому что это лишние часы в школе, надо как-то согласовывать, доставать помещение, приносить оборудование. Родители не хотят на это тратиться и тоже заставлять своих детей тратить на это время, если они могут пойти, там, не знаю, математику поучить. Безусловно, это, конечно, хорошо, это полезно, но обществу нашему это не настолько критично важно, как было, скажем, вот во время войны в 1943 году. У нас сейчас не такое время, у нас общество, оно, опять-таки, находится на другом этапе развития. Еще мнение, давайте послушаем со стороны оптимистов. Я люблю, на самом деле, стратегии, книжки читать, но и теорию бы... Без теории бы я ничего бы не узнал, но на данный момент вот дети в основном не любят просто одну зубрежку. Им нужно именно показать, где, что, когда. Можно даже какие-нибудь страйкбольные игры сделать, можно какие-нибудь там тематические, те же самые реконструкции сделать. И примерно узнать нашу историю, как воевали наши деды. Угу. Хорошо, спасибо за мнение. Пессимисты, еще мнение? Конечно, военная патриотическая подготовка, она нужна, но не нужна практика. В том смысле, что большинство, конечно, населения живет в больших городах. Давайте возьмем даже Москву. Откуда берут люди там тот же свет? Им просто включают свет у себя в доме. Или откуда берут воду? Конечно, у себя из крана. И, согласитесь, они не часто выезжают куда-то, либо на природу, или у них не часто случаются ситуации критические. Поэтому это не нужно. И тем более у детей сейчас очень мало времени, и тратить его на практику, конечно, будет очень плохо на них сказываться, они будут сильнее уставать. Анатолий, хотелось бы ваш комментарий по этому поводу услышать. Ну что, наверное, немножко подводя итог, что можно сказать. У нас сейчас такое большое, скажем так, значение, большой масштаб приобретает акция «Бессмертный полк». Мы выходим 9 мая, берем портреты наших дедов, которые участвовали в свое время, и с гордостью проходим, и все буквально, безусловно, конечно, гордимся и говорим, что вот наши деды, вот наши, получается, предки, как себя показали, были героями. И тем не менее, все думаем, наверное, что время, это было тогда, это было далеко. А я немножечко посмотрел своими глазами на ребят чуть старше вас, а чьих-то ровесников даже, которые такие же подвиги совершают сейчас. И натолкнулся на такую мысль, что, конечно, на самом деле, как оказалось, что вот эти навыки, они в том числе, это вот один из примеров, оказались необходимы и востребованы. И даже вот то, что ребята говорили, допустим, касательно там огня, костра, и даже многие оттуда, когда ребята прибыли с городов, с центральных, с больших, о которых сейчас говорилось, и у многих этих навыков просто не было. Как оказалось, просто когда вот такие условия изменились, многие оказались, условно говоря, недееспособны в этом плане. И я пришел к такому выводу, что все-таки необходимо, как было сказано, вот этот багаж, вот эти вот основы, они должны быть. И примеров много наших ребят, которые убывали на лесные пожары, тушили когда. У нас, когда боролись с паводком, иногда элементарно, в принципе, выполняли какие-то задачи, потому что на самом деле, вот я сам территориально сейчас нахожусь, допустим, в Подмосковье, в Москве, да, нахожусь в большом городе постоянно, да. И тем не менее, на самом деле я смотрю на жителей больших городов, многие, наоборот, стремятся как раз заниматься такими играми постоянно, вот, заниматься активным спортом, выходить на природу. Поэтому все-таки, наверное, настала какая-то необходимость. Она должна быть. И главное, чтобы сейчас, самое главное,
это сбалансированно подготовить, чтобы дать именно самые основы каких необходимых навыков и теоретических знаний. И если говорить о том, как это будет, пока непонятно. Пока рассматриваются различные формы от уроков до факультативов. Но в конечном итоге у нас, у каждого человека есть свое хобби, у каждого человека есть свои интересы. И в принципе, если вот этот предмет, он будет комплексный и интересный, это вот направление, это не предмет, даже в целом направление подготовки, то в принципе оно будет интересно, мне кажется, для любой категории. Как вот я замечаю на мероприятиях, иной раз девчонки активнее даже ребят, парней бывает, и стремятся. Поэтому на самом деле, наша задача сейчас дать тот, скажем так, вот то обеспечение, тот рюкзак. Этот рюкзак человек возьмет и потом будет его использовать. И сейчас вот всех мы послушали, на самом деле у каждой стороны есть очень разумные, грамотные аргументы, как за и против. Но вот, если сейчас вот подвести в целом, если услышать одну сторону, другую, то это должен быть баланс. Баланс в интересной форме. И сейчас вот над этим надо работать. Потому что когда дети заинтересованы, когда ребята заинтересованы, тогда и будет идти процесс. Вот, наверное, это хочу сказать. И на самом деле, вот те же наши деды, про которых мы говорим, они все как раз примерно в их возрасте и вводилась система. Вводилась система ГТО тогда, вводилась система подготовки массового спорта, ДОСААФ. И как раз во многом, благодаря вот именно вот этим полученным навыкам, которые у них были, они как раз и смогли отстоять свободу и независимость государства. И надо еще вот что сказать, такой момент важный, я думаю, его должен сказать. В нашем поколении, кто сейчас находится в зоне СВО, допустим, да, есть задача защитить Отечество, выполнить задачи, да, выполнить то, что вот возложено. И я очень надеюсь, что будет одержана, что в скором времени победа будет одержана, что в скором времени как бы, вот, настанет мирное время. Но если посмотреть по тому, как что сейчас происходит, немножечко наша жизнь меняется. И много кто уехал, много кто убыл, многие сферы открылись, и много что нужно дорабатывать. У нас появился новый опыт. А вот это как раз лежит уже на плечах в будущем вот этих вот самых ребят, вот этого поколения. И это уже немножечко шире тех задач, которые сейчас перед ними. Поэтому ответственность на них еще больше. И чем, скажем так, мы их лучше подготовим, чем лучше мы им дадим возможность потом тех вот навыков, инструментов, чтобы они себя реализовали, от этого и будет зависеть эффективность. Как в свое время было в 30-е годы сделано, так, в принципе, и сейчас. Поэтому хочу всем ребятам пожелать удачи. На самом деле, чем больше вы знаете, чем больше вы умеете, тем эффективнее вы в свое время потом в будущем себя реализуете и достигнете того, к чему вы стремитесь. Анатолий, какой совет вы дадите сегодня нашим ребятам? Самое главное, я вот, наверное, думаю, что нужно выбрать сейчас направление, по которому дальше мы хотим развиваться. И важно систематически к этому подойти. Сейчас настал тот самый момент, когда вы можете поменять свою позицию. Соответственно, оптимист, который убедился в точке зрения пессимистов, может перейти к ним. И пессимист, который убедился в верности позиции оптимистов, может тоже поменять свою сторону и перейти к ним. Окончательно определяемся со своей позицией, что все-таки должно быть в приоритете. Практика или теория. Ну и на счет 3 можно будет перейти. 1, 2, 3. Ну вот, это вот как раз 2 половины. Надо теперь только соединить эти 2 половины, и будет результат. Кого вам бы хотелось отметить из наших сегодняшних участников? Ну вот у нас вот молодой человек, которому даже приходилось говорить, давайте, сейчас кто-нибудь другой ответит, давайте вас, наверное, хотел бы поощрить, который на каждый вопрос имел свою точку зрения, активно выступал. Анатолий, пожалуйста. Ну что? Вам слово. Ну, уже, как было сказано, у нас товарищ проявил себя очень активно. На самом деле он имел свою точку зрения практически по всем нашим дискутируемым вопросам, и это очень похвально. Причем есть такой момент, когда человек хочет просто что-то сказать, он же, по крайней мере, здесь сейчас старался высказать свою точку зрения, делая выводы, анализируя. Мне кажется, вот сегодня это очень важные навыки. Навыки анализа, навыки дальше конкретного формулирования своей мысли, своей позиции. Поэтому вот такой небольшой презент разрешите вручить. Поздравим. Давайте, как вас еще раз зовут? Мальцев Владимир. Вот, Мальцев Владимир. Ну, я скажу пару слов очень кратко. Любите свою родину. Давайте пригласим теперь всех подняться сюда, для того, чтобы мы, опять же, могли еще немного пообщаться друг с другом и с нашим гостем Анатолием. Поднимайтесь сюда.
Стать частью нашей аудитории можешь и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. Это была программа «Я молодой» С вами были ее ведущие Евгения Тимкина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. на благо себя и родной республики. Всем пока! Очень понравилось на самом деле, потому что здесь гости у нас ребята, дети. Дети, они говорят то, что они реально думают. И когда ты с ними разговариваешь, ты слышишь их мысли, это очень важно. Важно взаимосвязь, взаимопонимание. Думаю, оно у нас получилось, а по формату я скажу, это очень нужно. Потому что мы рассмотрели разные стороны вопроса, пришли к какому-то мнению, а ребята сами раскрылись, и мы увидели то, действительно, как они думают, и услышали, и что-то для себя почерпнули, чтобы в нашей работе использовать. В дальнейшем их как раз их опыт, который их и желания, их какие-то предложения, мы их обязательно постараемся реализовать.